Взяв с собой все необходимые инструменты, ветеринар приступает к работе. У Беслана Мистоева 10 голов крупнорогатого скота. Они основные кормильцы семьи, поэтому их здоровью хозяин уделяет большое внимание. Здоровье сунгуш худды. Бәсти гурахи полностью чидуах китуах. Мокаш тухах, фушкильки мока, ажа мокаш тухах. А чтобы защитить скот от болезней, нужен своевременный чекап. Обследование начинают с забора крови. Благодаря своевременной диагностике и профилактическим мерам ветеринары смогут узнать о состоянии здоровья, а в нужный момент предотвратить развитие болезней и сохранить скот. На сегодняшний день мы проводим профилактические мероприятия по периплазмоза. Где-то в дворов 10 мы обходим. Крупнорогатых скота где-то около 30 голов. И мелкие рогатые скота где-то 40 голов. Собранная кровь сразу же отправляется в республиканскую ветеринарную лабораторию, которая теперь аккредитована. Благодаря высокотехнологичному оборудованию и реактивам здесь способны выполнить как распространенные, так и редкие анализы, предоставляя качественные и максимально информативные данные о процессах, происходящие в организме в кратчайшие сроки. Профессионалы начинают работу с полученной кровью. Мы можем определять обнаружение вируса как в подматериале, так и то есть если это будет труп, так и на обнаружение вируса у больных животных в крови, если поступит к нам кровь серологическим методом и методом иммуноферментного анализа. Но в данный момент мы ожидаем поступления новых наборов и в полном объеме будем проводить эту работу и оказывать нашему населению всяческую помощь и содействие. Весной этого года ветеринары республики провели массовую вакцинацию домашних животных от ящура. Это острая инфекционная болезнь, поражающая в основном крупный и мелкорогатый скот, и в большинстве случаев приводит к летальному исходу. Как отмечают специалисты ветеринарной службы, на вакцинацию и забор крови у животных владельцы домашнего скота соглашаются охотно. Ведь вирус может храниться в замороженном мясе больше года. Вирус ящура также опасен для человека и может передаваться через мясо-молочные продукты, не прошедшие термическую обработку, а также при уходе за зараженными животными. Поэтому в летний сезон ветеринары продолжают мониторинг состояния скота республики. Также параллельно проверяют наличие паразитов и других инфекций, оценивая общее состояние здоровья животных. Согласно данным лаборатории, согласно данным Москвы, Центра ветеринарии, сегодня у нас по ящеру благополучная ситуация. Мы этот вопрос контролируем, везде проезжаем. Если есть какие-то вспышки заболевания, обязательно строго выезжаем, смотрим, что за заболевание, сразу доставляем в лабораторию. Но ящера сегодня у нас нету. Как отмечают специалисты ветеринарной службы, на вакцинацию и забор крови у животных владельцы домашнего скота соглашаются охотно. Ведь вирус может храниться в замороженном мясе больше года. При любом подозрении специалисты советуют подвергать мясомолочные товары ветеринарной экспертизе. Хозяевам советуют проводить профилактику животных не реже, чем раз в месяц. А при заболевании обращаться к специалистам для комплексного лечения. Адам Гулоев, Али Зязиков, Магаз 24.